Дагестан. Страна гор. Родина горцев-героев. Почему сразу героев, спросите вы? Потому что жить в горах Кавказа веками уже подвиг. Строить здесь дома, обрабатывать скудные пашни, содержать хозяйство, растить детей и передавать законы и традиции гор из поколения в поколение. Прекрасна в своем многообразии земля у отрогов Большого Кавказского хребта. Здесь, в юго-восточной его части, вдоль берега Каспийского моря, пролегал Великий Шелковый путь и располагались райские просторы государства Кавказская Албания. Здесь, через горные кручи и скалистые перевалы, проникали в горные долины отряды иноземных завоевателей, которые всегда получали достойный отпор от местных жителей. Тому остались немые свидетели. Здесь сохранились истории и сказания о жестоких набегах, коварных врагах и доблестных воинах, героях, ставших легендами у народов Дагестана. Там, где сливаются бурные реки Самур и Ахцехвац, у отрогов величавых вершин Шалбуздага расположен один из древнейших и наиболее крупных населенных пунктов горного Дагестана – Ахты. Сами ахтынцы его называют Ахцах-Шехер – город Ахцах. Несмотря на разные версии, точного перевода названия этому слову никто не знает. Хотя об Ахты написана не одна книга, история этого древнего села по-настоящему не изучена. Эта древняя земля была населена с незапамятных времен. Как показывают современные исследования, Кавказ был одним из самых ранних очагов земледелия и металлообработки во всем мире. Предки лезгин заселили земли современного Южного Дагестана не позднее 4-го тысячелетия до нашей эры. Этот период совпадает с распространением на данных территориях так называемой кура-аракской археологической культуры. Многими исследователями именно она соотносится с носителями нахско-дагестанских языков. В Ахтынском краеведческом музее, который был признан одним из лучших в стране сельских музеев, есть собранные артефакты, свидетельствующие о древнейшем периоде этого села. А рукописные источники Средневековья донесли до нас сведения, что когда-то здесь, на возвышенности горы Келесхев, был исторический центр села и возвышалась крепость Шахбани, не раз подвергавшаяся осадам и разрушению. Земли, на которых стоит современный Ахты, когда-то давным-давно входили в состав Кавказской Албании, древнего государства, распавшегося на мелкие княжества после вторжения арабов. Древние рукописи сохранили для нас имена царей Албании и Лакза, отчаянно защищавших свои владения и свою независимость от персов, хазар, арабов и других завоевателей. Урнаер, Ваче, Джаваншир, Шергир, Арбис. Кто из них стал прототипом лезгинского национального героя Шарвели, доподлинно неизвестно, но куплеты древнего эпоса несут в себе память о тех седых временах. Шарвели, Чан Шарвели, вон чихалдин дилек я, важен герахицитур, садни Балкан герек я. О событиях Средневековья на территории юга Дагестана и севера Азербайджана нам рассказывают арабские рукописи и арабоязычные исторические трактаты местного происхождения, такие как Дербент-Наме. Недавно обнаруженный учеными и обнародованный трактат Тарих Мискинджа, древняя книга Ахты-Наме, одно из первых местных исторических произведений, написанных на арабском языке. В ней были переданы события, происходившие в Самурской долине со времен сасанидов, о первом правителе крепости Шахбани и его потомке Дарвишаи,
и его обращении за помощью Масламе. Сама книга утрачена, но ее содержание дошло до нас в двух списках. В списке Аббас-Кулли Бакиханова, включенном в его труд «Гюлистан и Ирам», и в списке Андрея Францевича Десимона, чиновника особых поручений при командире отдельного Кавказского корпуса, побывавшем в Ахты в 1839 году. В своей статье «Исторические сведения о бывших вольных общинах Кубинской провинции, составляющей ныне Самурский округ», подготовленной для журнала «Северная пчела», вместе с другими историческими сведениями он приводит отрывки из древней рукописи, полученной от ахтынского жителя, старика Абдулла Эфенди. О судьбе самой книги ни один из упомянутых исследователей не говорит. Десимон и Бакиханов пишут о якобы имевшем место покорении Ахты Надиром, и этот сюжет прочно закрепился в историографии. Некоторые исследователи считают, что легенда о взятии Надиршахом Ахты является выдумкой, ссылаясь в частности на архивы внешней политики России, где есть послание тайного советника Голицына от 12 октября 1734 года. Автор послания пишет, что отряд одного из военачальников Надиршаха, посланный в деревню Ахти с требованием контрибуции, денег и лошадей, был побит объединенным войском 3 прилегающих деревень. О том, что Надиршаху так и не удалось покорить ахтынцев, пишет в своем историческом трактате «Асари-Дагестан» Гасан Ал-Кадари. Есть данные об участии ахтыпаринцев в битве при селении Джиных в 1738 году, где объединенные силы горцев на голову разбили персов. В этом сражении был убит брат Надиршаха Ибрагим хан и другие персидские военачальники. Период Средневековья селения Ахты и его прилегающих земель в сохранившихся письменных источниках отражен весьма скудно, но есть сведения, которые достоверны и датируются как в эпиграфических памятниках, так и в различных арабских хронографах. Так сообщается, что в 1620-21 году селение Ахты было разрушено войсками сефевидского наместника Бархудара, правителя Дербента. Но нам неизвестна предыстория, почему это произошло. В частности, было такое мнение известного кавказоведа Лаврова о том, что факт того, что селение Ахты было разрушено войсками Бархудара Султана, это дербентский правитель, сефевидский наместник Дербента. В некоторых источниках добавляется к этому имени имя Юсуфхана, это ширванский Биглербек. То есть, по сути дела, это главный представитель сефевидской администрации здесь, на Восточном Кавказе. Какова была предыстория этого похода? Лавров оценивает этот поход как свидетельство вхождения Самурской долины в состав сефевидского государства. Однако карательный поход, который завершился разрушением Ахты, не совершают за подчинение. Как раз таки логичнее предполагать, что это был поход с целью наказания ахтынцев за неповиновение. Так и не удалось иноземным наместникам сломить свободолюбивый дух народов, населяющих эти горы. Уже к началу XVII века лезгины Самурской долины объединяются в союзы сельских общин, которые возглавлялись Советом старейшин. Так появились вольные общества горцев, которые в военных донесениях и отчетах стали обозначаться как Дакуспара, Алтыпара и Ахтыпара. Пара в переводе с тюркского означает «кусочки», и названия соответствуют числу общин, входящих в союз. Ахты стал военно-политическим и административным центром Союза вольных обществ. Иоганн Густав Гербер в своих этнографических записках оставил довольно подробные описания самурских союзов. Хотя всякая деревня своего старшину имеет, однако ж обыватели он им мало послушны бывают, ибо всяк сам собою господином. Далее Гербер пишет: «Оные употребляют оружие огненное, добрые сабли и много панциров. Люди смелые и огня небоязливые». Первые трети XVIII века самурские союзы во главе с ахтынцами
приняли активное участие в антииранском движении под руководством Хаджи Давуда Мишкурского. Антииранская война тогда закончилась созданием фактически независимого ханства в Восточном Кавказе с центром в Шимахе во главе с Хаджи Давудом Лезгинским. Военную мощь горцев на себе ощутили многие завоеванные города Ширвана и даже севера Ирана, включая родовое гнездо сефевидов Ардебиль и первую столицу Тебриз. Но это отдельная страница истории лезгинского народа. В 1812 году Ахтыпара в числе других самурских общин была включена в подданство России. Но новоиспеченные подданные не понимали этого и не принимали, а тем более подчиняться правилам новых управителей не собирались. В 1817 году началась Кавказская война, продлившаяся без малого 50 лет. Авторы фундаментальных исследований по Кавказской войне Потто и Дубровин называют датой ее начала аж 1796 год. Эта война стала одной из самых тяжелых, продолжительных и изнуряющих военных кампаний в истории завоеваний Российской империи. В современной историографии достаточно хорошо освещены сражения в долине реки Субаши, осада Ахульго, штурм Гуниба, другие военные действия в Нагорном Дагестане. Но до недавнего времени не было исследований, специально посвященных походу Головина в вольные общества Самурской долины. Поиски лезгинскими исследователями подробностей о тех судьбоносных событиях открыли факты сокрытия и фальсификации многих важных деталей походов царских войск в Южном Дагестане. Что действительно стало причиной Кубинского восстания? Как могли восстать вольные общества, которые по сути и остались вольными? Ведь еще сам наместник на Кавказе генерал Головин писал в рапорте от 23 июля 1839 года военному министру России Чернышову: «Никто из русских никогда не мог там показаться, и этот уголок Дагестана, так близкий к самому сердцу закавказских владений наших, оставался нам неизвестным столько же, сколько и самые отдаленные края света». Большому походу 1839 года предшествовали две безуспешные попытки покорить горцев Самурской долины в мае и сентябре 1838 года. В каждой из этих операций были задействованы внушительные силы одной из сильнейших армий мира. В первом походе на крошечные вольные общества были брошены 5,5 батальонов пехоты, 200 казаков, 100 человек милиции с 14 орудиями под командованием генерал-лейтенанта Фезе и 2 батальона и 250 человек милиции с 4 орудиями под командованием Севар Семидзе. Во второй раз Горцев снова атаковал Фезе 6 батальонами, 2 отдельными ротами пехоты, 200 казаками, 300 милиционерами и 13 орудиями, а также вспомогательный отряд в батальон егерей, дивизион драгун и 1360 человек милиции под командованием полковника Аргутинского, не считая сил милиции Казикумукского ханства. Все 3 отряда должны были встретиться в Ахты и продвигаться дальше по долине. Но эти атакующие порывы разбивались о суровую волю, умение воевать и храбрость горцев. Царские летописцы в своих донесениях и описаниях событий тех лет часто упоминают имена предводителей горцев: Газбулат Ахтынский, Шейхмулла Ахтынский, Агабек Рутульский, Ярали Гильский и других. Трагические события Кубинского восстания, а затем и Аджаахурского сражения описаны в книге архивариуса Надира Бедерханова «Плохая им досталась доля». В книге собраны материалы из Центрального государственного военно-исторического архива, где донесения, рапорты, письма царских офицеров и простых солдат довольно красноречиво показывают кровавую реальность борьбы и яростного сопротивления горцев. Дико, мрачно средь острых камней бурный Самур вздымается и пенится, повествуя о славе своих отцов. За ним по горам вдалеке и вблизи, как золотые звезды, мигают очаги лезгинов непокоримых.
Это стихотворение «Ночь перед битвой» написал солдат саперного батальона Шерванского полка Тадеуш Лада-Заблоцкий. Царские генералы понимали, чтобы покорить горцев Самурской долины, надо штурмовать Ахты. В 1839 году в долину Самура были двинуты огромные силы царских войск под личным командованием главноуправляющего всем Кавказским краем генерала Головина. 20 батальонов войск в живой силе, 3500 милиционеров с 26 орудиями артиллерии против 2500 защитников Самурской долины, вооруженных ружьями и кинжалами под командованием Исмаил Хасана Ахтынского и Агабека Рутульского с невероятным трудом. Ценой больших жертв сопротивление горцев было подавлено. Ахты ждала та же участь, что и другие селения долины, которые были разграблены и сожжены. У защитников не было никаких шансов, кроме одного. В ночь с 4 на 5 июня кадий селения Ахты Мирзе Али Аль-Ахты поскакал в стан к генералу Головину. Мирза Али Аль-Ахты – ученый, философ, поэт, богослов, человек неординарных способностей. Он имел большой авторитет у своих земляков и в среде ученых-богословов. Но он был сторонником мирных переговоров с Россией. Что сказал тогда кадий Мирза Али Головину, неизвестно. Но Ахты, который был штабом самурского сопротивления, остался нетронутым, и оставшимся в живых его защитникам разрешили разойтись по домам. Окончательно сломить сопротивление вольных обществ удалось лишь к середине июля.